Спортивные итоги подвели сегодня на коллегии профильного министерства. Говорили о победах, достижениях и целях на будущий год. Рассказали о том, что почти четверть населения республики ведет активный образ жизни, а профессиональные спортсмены традиционно радуют медальным урожаем. При этом спорт высоких достижений – это всегда особо высокая концентрация целеустремленности и упорства. Как дойти до золота и сколько тех, которые дошли, расскажет Тинатин Музашвили. Путь от небольшой гантели до 142 килограммов измеряется годами напряженных тренировок. На вопрос, каково быть чемпионкой Европы, Диана Мстиева застенчиво улыбается. В тяжелую атлетику девушка попала случайно 5 лет назад. Пришла в зал, как и все, поддержать физическую форму. Но ее талант заметили сразу. Каждая тренировка начинается с простейшей разминки. После – обязательное заполнение дневника. Это помогает проследить за динамикой успеха. Чтобы достичь таких результатов за столь короткое время, кроме физических сил, нужна и непоколебимая сила духа. Поставила перед собой цель какую-то и вот шла только к ней. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни назад, никуда не смотрела. Надо только идти вперед, и только так будет какой-то результат. Нелегко, но надо найти себя в этом спорте. Если это твое, надо идти до конца. Такого у меня еще не было, что я не хочу, не могу, нет желания. Я всегда хочу тренировать. Уходящий год принес в копилку спортивных достижений республики немало золотых результатов. Львиную долю наград заслужили борцы. Они становились призерами и победителями многочисленных кубков и первенств. Особым событием стал чемпионат мира по вольной борьбе в Париже. Вы, наверное, как зашли, увидели, как здесь все забито и как здесь все пропитано потом. Надо трудиться очень много, чтобы завоевывать высокие достижения. То, что наши ребята отдаются полностью, это никому не секрет, все работают по полной программе. Дзюдо, тяжелая атлетика, фехтование, конный спорт, кикбоксинг и армспорт. Остинские спортсмены выигрывали чемпионаты мира и Европы. Результаты подвели сегодня на коллегии республиканского Минспорта. Озвучили цифры и факты. И то, и другое говорит о том, что Осетия готова удивлять результатами. Год был очень насыщен, тем обсуждений предостаточно. Но есть о чем рассказать и есть какие поставить цели и задачи. По общим результатам наша республика до 1 миллиона человек заняла первое место среди спартакиаде учащихся школьников. Это, поверьте, очень достойный такой результат. Порядка 22 регионов в этой номинации участвовали, мы заняли первое место. А еще такие данные. Сейчас в республике регулярно занимаются спортом более 200 тысяч человек. Министерство физической культуры и спорта надеется, что эта цифра будет расти. Задача номер 1 на следующий год – увеличить количество блестящих спортивных достижений. Тинатин Музашвили, Алан Суанов, Владислав Туаев. Новости Осетии.